Мастер-классы по современным бальным танцам для жителей Коми провели именитые хореографы Финляндии. Это уже третья точка в турне профессора-хореографа Алпа Алтакоски по регионам России. До Сыктывкара они побывали в Перми, Кудымкаре и Екатеринбурге. Проект организован при поддержке Министерства культуры и образования Суоми при участии Общества Финляндия-Россия. Константин Куратов о культуре в массы. Мастер-класс финские хореографы начинают с разминки. Тело перед работой нужно разогреть. От специальных дыхательных упражнений переходят к движениям, элементам авторских танцев. Язык тела чаще всего понимает и без переводчика. А вот и основной ход финского танго, любимого танца в Финляндии. Там его знает чуть ли не каждый. У автора современной хореографии Алпа Алтакоски постановки всегда связаны с народными корнями, эпосом. И главное, что они сегодня пытаются показать, так это как финскую традицию переделать на современный лад. Традиции – основа, на которой современные авторы пытаются делать что-то новое, чтобы они не оставались в музеях, а обрели новую жизнь на сцене. Чаще всего европейские хореографы обогащают выступления не только движением, но и используют современные технические возможности, мультимедиа и компьютерную анимацию. Для наших артистов это и новые элементы, и новое понимание современного танца. Это всегда интересно пробовать что-то новое для танцовщика, независимо в каком жанре мы работаем. Новая пластика, новая манера, традиционные моменты. Это очень важно, такое культурное ознакомление, образование себя. Для артистов ансамбля песни и танца «Асьякыа» встреча с европейскими коллегами оказалась особенно полезной. Коллектив тоже начал пробовать свои силы в этом направлении, использовать элементы народного танца в современном варианте. 12 января филармония порадует зрителей премьерой в стиле модерн «Ромео плюс Джульетта» или «История любви». Абсолютно в новом таком, как я хочу сказать, амплуа представят вообще наши артисты. Абсолютно новые они будут и в образах, и в костюмах, и, соответственно, хореография будет совершенно другая. Очень любезно с нами согласился посотрудничать довольно-таки известный балетмейстер Олег Игнатьев, это город Санкт-Петербург. Более 2 недель он уже очень плотно, артисты работают практически по 12 часов в день, работают очень плотно над новой постановкой. Финские мастера танца накануне посмотрели репетицию нашего балета и оказались крайне удивлены увиденным. Главная основа – это народный танец. То, что они смогли за этот короткий промежуток времени и так умело, так хорошо представлять современный танец, это для нас было большим удивлением. В этот короткий промежуток столько энергетики от них шло к нам в зал, вы там сидели, это просто словами сложно передать это. А вот как отзовется в умах и сердцах зрителей обновленная постановка Шекспира, пока не ясно. Наша публика не всегда однозначно воспринимает эксперименты. Вспомнить хотя бы о современный «Гамлет», который поставил театр драмы 5 лет назад. Тогда трактовка классической пьесы ярославским режиссером Олегом Нагорничных вызвала волну споров. Впрочем, по мнению деятелей искусства, скорее такое восприятие происходит от неподготовленности зрителя, далекого от современных веяний. Поэтому встреча на сцене Республиканской филармонии – большой подарок. Многие, понимаете, вот выходят с состояния такого, а я не понял, да? Другим страшно нравится, это очень интересно. То есть для того, чтобы понять что-то новое, это нужно увидеть. И может быть не один раз. Конечно, это искусство, которое требует, так сказать, включения мозгов. Это нужно думать, потому что здесь есть философия. У него, например, спектакль, который, так сказать, состоит из такой, знаете, раздумья над циклами жизни человека, да? То есть вот это такие вещи, которые, ну вот с первого раза визуально как бы они, ну, не воспринимаются. Безусловно, это нужно смотреть, это нужно думать, это нужно... Но это интересно, потому что это развитие. И я хотела бы сказать, что, конечно, современная хореография сегодня европейская, безусловно, она сегодня уже опередила нашу современную хореографию. Но нам есть куда развиваться, мы тоже будем стремиться к этому. Финские хореографы уже познакомились с культурой Коми в Национальном музее, Национальной галерее, посмотрели национальные танцы в филармонии. Связь с прошлым вдохновила их на новые идеи и использование этнических мотивов в творчестве. Это в будущем может стать хорошей основой для совместных проектов. Обещали, когда приедут в Суоми, расскажут коллегам о Коми, чтобы те тоже приехали. И не только с мастер-классами, но и с выступлениями. Константин Куратов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.